Друзья, всем привет! Вы только посмотрите, какой экспонат появился в нашем музее Коми Рыбака. Хозяин тайги с уловом. Это практически один в один логотип моего канала, нашего с вами канала Коми Рыбак. Этот подарок у меня от Виталия Колодешникова. Вот такая вот увесистая, ну тут и рельеф как бы только, а тут полноценная фигура. Вот вы только посмотрите, здесь только у нас щука вместо, тут рыбка золотая у нас большая получается у хозяина тайги, а тут вот просто щука. Полноценная фигура, вот вы только посмотрите, какая это красота. И эту красоту создал автор канала Carving Art Сергей. Кстати, этот ролик у нас выйдет 2 сентября. И 2 сентября у Сергея день рождения. Давайте дружно зайдем на его канал и поздравим его от души. Как делалась эта фигура, можете посмотреть на его канале. Как он мне сказал, фигура создавалась 3 дня. И сделал он ее с помощью просто бензопилы, ну, электрической пилы, пила-штиль и болгарка. С помощью вот этих 2 инструментов Сергей создал вот такую вот красоту. Также он делает еще, сделано его руками уже много арт-объектов. В общем, все по порядку. Сегодня у нас 28 августа. Этот ролик выйдет 2 сентября. Ну а пока давайте вернемся немножко в прошлое и посмотрим, что у нас было 28 августа. А в этот день мы ходили в гости к семейному каналу Carving Art и побывали в гостях у Сергея, супруги и сына, сын Лешка, супруга Оксана. В общем, все по порядку. Давайте вместе дружно съездим в гости к каналу Carving Art. Поехали! Друзья, всем привет! Смотрим, любуемся этой красотой. С недавних пор в нашем районе начали проводиться арт-фестиваль сена. Раньше он проводился в деревне Гришестав, но в связи с коронавирусом, в связи с пандемией в этом году решили не проводить этот фестиваль. И арт-объекты решили построить прямо в нашем поселке. И как мы видим, этот арт-объект, как называется, арт-скамья, лесная сказка, автор Сергей Короленко, поселок Троицко-Печорск, дата установки 24 июля 2021 года. Пойдемте прогуляемся по мосточкам этого арт-объекта. Это не просто вот фигура дракона получается, а также вот такая вот скамья. Раньше здесь была просто вот такая скамеечка. Урна, но почему-то вот кто-то не попал в урну, даже не соизволил попасть. Так, и смотрите, какая еще прекрасная фигура. Сергей
Кстати, автор канала Carving Art, мой друг, разместил на своем канале, как он делал эту фигуру. И помню, он название указал, как назвать этот арт-объект. Говорит, какое название больше всего ему понравится, такое и будет называться. Я ему комментарий написал, так как мне показалось, что он очень похож на Леонида Якубовича, «Поле чудес». И тут Шишка, я сказал, Сергей, назови его Шишкубович. Не знаю, вроде бы Серега так и назвал его Шишкубович. Так что вот этот у нас мужичок Шишкубович. Вот. Давайте полюбуемся еще раз этим драконом. Посмотрите, вот этот арт-объект создан с помощью бензопилы и с помощью болгарки. Все красиво, очень красиво, просто здорово. И, кстати, друзья, этот арт-объект далеко не единственный. У Сергея еще очень много фигур, также в деревне Гришестав, где проводился арт-фестиваль сена. Также он делает очень много фигур в течение одного дня, просто на вдохновение взял бревно, 3-4 часа и у него уже объект готов. Глядя на эту красоту, глядя как мастерски он это все делает, я написал в комментарии, что Сергей, сможешь ли ты изготовить логотип моего канала, моего медведя? На что он ответил, попробуем. И, друзья, сегодня он позвонил, арт-объект, не арт-объект, а логотип моего канала готов. И сейчас мы едем к автору канала Carving Art, к Сергею, на дачу, где он проживает с супругой, сыном. В общем, едем в гости к Сергею, автору канала Carving Art. Поехали. Посмотрим на этого мастера, который создает вот такую красоту в нашем поселке. Погнали.
ждал больше всех. Ну, когда сказали, что Коми Рыбак приедет, так он тут... Кстати, знакомьтесь, вот и автор канала Карвиндарк Сергей. Всем привет. Лешка, сын. Ну и Оксана, супруга. Оксана, кстати, моя землячка. Родом с моей же деревни. Жили вот дом моих родителей и дом дедушки с бабушкой вообще рядом находится. Так что мы еще и земляки, да? Да. Пойдемте. Скоро здесь будет город-сад по-любому, да? Да, здесь у меня скоро будет баня стоять. Здесь. Да, Баньку, может, пригласишь когда-нибудь. да, обязательно. Это делаем декорацию уже в этот парк, вот у нас, который есть проект «Лесная сказка». Туда же, да? Да. Дополнительно. Да, Мы сейчас только что были, там тоже поснимали. Делаем туда. Баба-ёшка. Да, это будет, видишь. ну, Баба Яга, и будем ставить избушку на куришку ножку. Ага. Как бы. Классно. Понятно. Ну вот. О, друзья, вот он, вот стоит. Вот он. Медведь-то мой. Похоже, нет? Похож, нет? Так рыба другая. Рыба другая? Ну, Ну, ничего, мы решили сделать рыбы щуку. всякие. Коми рыбу сделали. Иди, Серег, тоже сюда. Так, иди тоже сюда. Фотографию на память. Оксан, тоже подойди. Иди сюда, сюда. Леша, иди сюда. Леш, иди сюда. Так что вот такая вот дружная семейка у нас получается. О, костерок, что, шашлыки будем готовить? Нет, Мусор. мусор. Мы сжигаем. вам это приготовили чай. Чай, да? Тортик. Так. То есть без чая мы вас по-любому Все, не понял. отпустим. Сейчас, секунду, у меня тоже небольшой презентик, сейчас я принесу. Небольшой. Открыто, да? Да. Рыба. У меня, конечно, не такие большие презенты, но чисто все, что сами поймали, что сами сделали. Это вот копченая рыба последнего с коптильни, которые. Это наклеечки, Серега. Рыбацкие где-то. Ну и сам рыбацкий когда-нибудь на пробу. Ну, это будет даже не когда-нибудь. У меня Попробуешь. 2 сентября день рождения. О, 2 сентября день рождения у Юбилей. Сергея. Да, так Юбилей. что 35 лет даже. Да, и вот как раз попробуем И, да, напиток. вот, наверное, на свой день рождения я попробую. Открою этот рыбацкий напиток. Татюшка, я закоптил-то целую бочку, одним другим пораздавал, отправил одному человеку, сейчас вот посылочка тоже готовится к другому. Ну и, конечно же, сюда. Ну, я, если честно, я предвидел, что думаю, на свой день рождения я обязательно попробую рыбацкий напиток. Обязательно. А 2 сентября не получится у нас вместе попробовать, потому что 1 сентября уже выезд на рыбалку, приеду только 8. Опять же на 7 Это дней. Сергей приедет, да, получается? Сергей, да, Он то мне есть я писал, да, он. я приеду к Сергею, с Сергеем мы уже поедем на... Да, испытывай Сергей. Он написал, потому что он к нам в гости хочет зайти. Я видел комментарий, Да. что супруга хочет познакомиться с Оксаной и сюда они хотят в гости. Так что не знаю, как зимой, возможно и на подледную получится. А если нет, то летом по-любому, следующим летом у нас Серега приедет супруга и вместе как-нибудь выйдем, по-любому порыбачим. А, у меня там выключен Мишанька. же чайник. Так, а что посоветуешь? Лаком покрыть? или Я как не ты? знаю, и вообще я посоветую, наверное, скрыть его просто олифой. Просто олифой покрыть, Да, да? чтобы он, то есть, если вы олифой его покроете, он оттенок не потеряет. То Ага, есть, а так он оттенок, выцветать будет, да? Я покрыл его морилкой, морилку я сам варю. Ага. Вот. Морилка, она, если вот будет стоять на солнце, Не-не, я его... на солнце она будет выцветать. Если вы его покроете морилкой, то есть он останется такой же вот оттенок, все вот эта краска вся сохранится. Ну, просто олифой скрыть в один слой.
Просто олифой покрыть и все, да? Да. Без ничего. Не нагревать не надо ничего, Нет, да? ничего не надо. Просто скрыть олифой, Гречка, потому что это обжиг думаю. сам, вот, Ну-ну-ну. сам обжиг. А он- лаком не надо? Нет, не Ну надо. все, олифой просто покрыть кисточкой и все. Да. Ну это в теплую погоду летом как-нибудь это покрою. А так он на улице у меня стоять не будет, я его прямо... Вот у меня в комнате в спальне вот этот музей, вот стенка, которая там, подарки, Но доски. если он у вас будет стоять в комнате, то в принципе и олифой его не надо. Не надо, да? Дома? Ну и нормально тогда. Он чё. выцветает, ну, сама краска выцветает на солнце от прямых солнечных лучей. как бы, Так что с получается. Мишаней мы будем теперь вместе. Мишанька мой. Все, посмотрим. Кстати, да, ты правильно сказал, вот пока глаз не было, да, один человек, Да, да, чуть да. не сказал, один это, человек. это всегда так. Я Только вот, ну, глазки встали на место, все, сразу меняется. это всегда так. Я вот сколько уже сделал фигуру, вот пока вот вставляешь глаза и все, полностью весь вид. меняется. А когда былись эти глазки? Нормально, красота, красота. Вроде бы мелочь, да, а вот очень много Да, труда уходит, даже чтобы их вплоть то, сделать. что вот косолапый, вот как я вот тоже Да. получается. Ну, один в один. Пузо тоже. Все вот. Не, классно, классно, просто супер, блин. Да сколько? За день сделал, да? Нет? Ну рыбу ты отдельно делал. Три Да? дня. 3 дня. 3 дня, вот, ну, я хоть 3 года буду делать, у меня такого точно не получится. Блин. 3 дня. Я правильно говорил, в Гришеставе у тебя вот эта птица, да, большая? Орел. Твой Орел, объект. да. Орел. Да. Еще что-то там есть, нет? Там сцена дракона, если вы видели. Сцена дракона. Она- Нет, орла-то видела, фотографировался. Сейчас Она вот поставим получается фотографии. сцена дракона, она в конце деревни. И в прошлый фестиваль там устраивали концерт, барды выступали. А, это к реке, который выход, Да, да, да. уже там. Да. Там сцена, там Посмотреть дракон надо. такой стоит. Ну, может, вы туда и не дошли. Получается в конце к деревне. Ниже по течению. Да. Ниже по течению. Может быть, да. Ну не и подходить. избушка на курьих ножках у меня в Гришеставе стоит. Так, а вот это домик, да, получается? Это домик. Вы здесь живете сейчас? Да, Все. Дом пока ничего не будешь делать, да? пока нет. Просто баньки, все. А здесь зимовать можно, да, в принципе? В принципе, можно. Сейчас мы вот переберем печку здесь и можно будет зимовать. Ну, то есть сюда Так, вот надо... Это полностью участок. Это полностью, да, мы... До следующего дома. Да. Нет, почему Ну, до вот здесь следующего? вот этот огород, ну, вот этот огород у меня... До идет следующего до вот конца. огорода получается вот так. Вот чисто вот этот огород, это получается сосед. А вот это полностью наш. Гряды, цветы здесь будут, да? как Да. это? Ты про ту катку говорила, а я никак не Ну, могу он, я понять. думаю, он у нас начнет расцветать уже в следующем году, потому что, Первый год это, да, в этом году? да, в этом году у меня просто забито было дней. Так понятно. А вот тот маленький, если не секрет, что Это рождается? маленький тоже будет, это у нас, Это уже домой. это я, Это уже домой. это я начал делать. Тоже медвежонок? Нет, это будет кот. А, кот, ну да, ушки-то вон такие. Да. Это будет кот. Здесь, короче, ну у меня задумка такая, это будет кот ученый. То есть здесь вот у него будут как лапы, здесь он будет книжку держать. Ну, об этом коте я уже тоже потом сделаю отдельно Вот. видеоролик. С помощью вот этого инструмента рождаются вот такие вот вещи. Да. Вот этого Электропила и болгарка. И болгарка. Ну правильно я сказал, да, значит не ошибся. Вот я говорю, пила и болгарка и все. Два инструмента, да. Круто, круто. Вот вашего медведя тоже сделал, считайте, С получается. помощью, да. Болгарка и бензопила. Вот здесь шашлычок, да, все можно. Да. Прямо здесь мангал. Да? Круто. Это вот у нас. Чай, смотрю, не покупной, да, все на Нет, это. Малина, чай это малина смородина. и смородина. Круто, круто. Что, давайте попьем. По Чайковскому? Да? Давайте. Да, А там вот весь процесс вот изготовления нет. Весь процесс изготовления у меня в видеоролике. А, у тебя есть канал. А, ну все, тогда У меня не уже есть готовый видеоролик. И то есть все. после Он того- уже вышел? А, или Нет, после меня, да? После вас. Так что, друзья, заходите на канал Сергея. Сам я тогда ничего не буду, вот эти видеоматериал. На этом канале, после этого ролика, как он выйдет в эфир, Сергей выпускает свой видеоролик, как рождался вот этот. Да. У меня все, Медведь. весь процесс, это все есть. Все, так что первая часть, как бы начало изготовления я уже видел, как бы заинтриговал тогда, вот посмотрел посмотрел его Сергей, как он начинал, как начал рождаться этот медведь. Вот, продолжаем изготовление фигуры Коми Рыбак.
Начинаем обрабатывать с помощью. Геннадий, добрый день. Готова фигура Коми Рыбак. Вот такой мишка у нас получился. Правда, мы внесли все же свои изменения. Это рыба. То есть здесь наша печорская щука. Вот. В принципе, фигура соответствует логотипу. Забирать. Здесь вот нанесли такой вот коми орнамент. То есть это река, мужик, рыба, изба. А дальше, как все это происходит, смотрите на канале у Сергея. Да. То есть как вот выходит ваш видеоролик, я закидываю его потом То есть, себе я на канал. понял. Так что мне самому интересно. Чай. Также вот сегодня вот, Сережа, в принципе, подай чай как попить. создавался вот этот дракон, тоже ты снимал, все у тебя на канале уже, да, вот это как дракона делали Да. на Бродвее. Ну вот у меня вот при входе там мостик вот стоит, еще будем мостик во вторник устанавливать. У тебя, наверное, Тоже на Бродвее. все туда же, да, Всё получается? туда же, да. Ну пока я работаю, все вот. У тебя- Хочется вот облагораживать эту территорию, у меня вот это зацепило как бы. И У тебя, наверное, каждый день, каждую неделю-то точно что-то рождается, да, новое? что-то да. Ну вот сейчас пока есть возможность, пока администрация дает какую-то возможность что-то делать, хочется сделать по максимуму. Пока. Ну, бюджет уже у нас ограниченный. То есть вот, Администрация хоть помогает, да, что-то? ну, что-то помогает, да, конечно. Но в данный момент, конечно, у меня планы грандиозные, но пока нету А возможности. ты что так мало? Тебе хватит? Понятно. А ты вот писал мне там, уезжал зимой на Питер, это по работе, да? Да, я занимался строительством, строил пиццерии по России. Вот, и решил с этим делом завязать, потому что это мне совсем не нравится. Это не мое, Это, во-первых. И командировки очень долгие, по 3-4 месяца. ну я говорю, ты уехал А то и по полгода было. зимой. Передай, говорит, Возьми привет моей семье. Я говорю, хорошо. В итоге Серега уже приехал, привет, наверное, потом уже только прилетел, уже весной. Да, и такие долгие командировки, как бы. Я решил, пусть здесь нам этих денег, то, что мы здесь зарабатываем, будет и так хватает. Потому Зато что дома с семьей, да, зато. дома с семьей, потому что, ну, не стоит там. Зато знаете, какое счастье, когда вот после такой долгой командировки возвращаешься домой и думаешь, пусть он Троицк, пусть он конечно, там богом забытый поселок, но для меня это... Вот я Ухту проезжаю, еду уже, вот вижу вот эту даже грунтовую дорогу, блин, и у меня уже такое вот... Мама. Все равно оно родное. Конечно. Ну, ж покушал бы. А родом ты сам с этих мест, да? Да, конечно. Я родился в поселке. Мыло, да? Изначально, когда я увидел вот этот кадр, вот как ты показывал на канале вот эту дачу, мне почему-то показалось, что это мыло. Ты что там говорил, мыло там что-то или Нет, проезжали? это мы были После у Мылова. родителей. На Мылве. Да, Ага. и получается оттуда мы приехали на дачу. А я еще думаю, на А Мылве Сахарная куда? вроде бы песок. А здесь я смотрю, вот земля. Земля, кстати, вроде хорошая, Земля плодородная. очень Да. хорошая. Да. Земля Плодородная. И вот сейчас Да, там сахар? несколько кустов выкапывал, картошка вообще отлично. Ну, мы тоже начинали там, где возле матери, получается, земля плодородная, там ботва вот такая вот еще. А на дальнем возле реки там уже похуже. Там почернело уже, пожелтело, тоже начал собрать. Вот сейчас дочь. Здесь мы вот куда лопату не ткни, везде забрать. Прям отлично. Семечку посадил, она уже выросла, да, Да. считай? Да.
попробовал. Так, ну что, Сергей, спасибо за гостеприимство. Спасибо, что показал. Теперь знаем, где Сергей живет. Будем заходить в гости. Заходите и вы, мои друзья, к моим друзьям. Да, буду Как? всем очень рад. Канал у Сергея молодой, так что поддержим Сергея подписками, комментариями. Я говорю, честное слово, на канале у Сергея интересно. Кроме того, что он создает вот такие замечательные фигуры, он также с семьей выезжает и на рыбалку, и на природу, и не за горами тот момент, когда мы все вместе когда-нибудь обязательно съездим на рыбалочку. Будь то она подледная, будь то она летняя, как-нибудь обязательно вы увидите нас вместе одной большой дружной компанией. Возможно, и Серега вот с супругой тоже подъедет в комментариях. Да. Скажу небольшой секрет. Намечается грандиозная рыбалка. Рыбалка на Рыбной реке. Тоже Сергей. Правда, уже вы этого Сергея видели на моем канале. Скоро, очень скоро. Я пропаду на недельку. А через недельку мы увидим уже новые фильмы о рыбалке, о Рыбной реке и о всем прекрасном. Так что, друзья, спасибо за внимание. Не Всем- забываем ставить палец вверх. До новых встреч.